торговую сделку заключить без чашки кофе невозможно. Может быть, это мой такой закоренело кофейный взгляд, но тем не менее, зная, что в Бахчисарае находилось великое множество кофеен, думаю, что на территории и этого караван-сарая, и базаров, которые располагались рядышком, и торговых улиц были не одна кофейня, находилась не одна кофейня. Мы находимся в среде исторических торговых и ремесленных кварталов города Бахчисарая. То есть это центр, сердце торгово-ремесленной жизни столицы. Так, называется это все Ашлык-базар, правильно? Но сейчас мы называем его Ашлык-базар. А вообще раньше здесь было средоточие нескольких базаров. Был Ашлык-базар, был Туз-базар и был Соган-базар. Ну, это по тем историческим данным, которые до нас дошли. Возможно, раньше, в средние века, здесь были еще какие-то торговые площадки. Потому что эти торговые площадки были известны со средних веков. То есть мы можем смело говорить, что это было такое место сбора людей, где собирались люди. Абсолютно. И именно торговые люди. То есть если аристократические кварталы находились немножко вот поодаль, ближе к Ханскому дворцу, то здесь были торговые площадки, и здесь процветала ремесленная жизнь. Наверное, прежде всего о цели. Это историко-культурный, социальный и, наверное, в последнюю очередь туристический центр, который должен показать туристам, гостям, местным жителям, как жил и торговал Бахчисарай в средние века, ну и вплоть, наверное, до начала 20 века, захватывая немножко пару десятилетий, наверное, 20 века. То есть это комплекс. Это комплекс, который основан на фактической исторической площадке. Здесь музей. Здесь социальный центр. Здесь образовательный центр. Здесь театр под открытым небом, где можно будет увидеть, как велась торговля на базарах Бахчисарая. То есть это именно живая среда. Хочется, чтобы посетители окунулись в эту живую среду и стали ее непосредственными участниками. Время мертвых музеев проходит, оно неинтересно. Посетитель должен стать частью экспозиции. И так лучше впитывается история, так она лучше понимается и так она лучше закрепляется. Вот, пожалуй, это о цели. Мне кажется, что туристы — это те люди, которых мы знакомим со своей культурой. Почему это не главный, скажем так, зритель и оцениватель этого объекта? То есть
Это, ну, условный Ашлых-базар может стать воротами по своей культуре, да? И почему бы эту культуру красивую, восстановленную не предоставить этим туристам? Знаешь, Лавер, она будет предоставлена, Бог даст. Я не буду делить категорию туриста, категорию посетителя. Наверное, все-таки назову посетители. Пускай для кого-то это туристы, для меня это посетители. То есть это люди, которым будет интересна история, культура торгового Бахчисарая, ремесленного Бахчисарая. Да, совершенно верно, для чего делать это все, если это никому будет не нужно. Соответственно, конечно, этот комплекс будет жить, пока он будет востребован для людей. Пусть это будут туристы, но хочется, чтобы это были и наши местные люди. Пусть они будут называться туристами, но очень хочется, чтобы наша прослойка и наш народ не забывал, что такое Бахчисарай, что такое торговля, что такое ремесло, которым когда-то гордились наши предки. Сама территория караван-сарая – это закрытая территория. Вот, фактически трапеция, которая была ограничена въездными воротами. И внутри происходила некая торговая жизнь. То есть здесь была и торговля, здесь останавливались купцы, здесь заключались договора, здесь велись торговые мероприятия, заключались сделки. Посему вся эта территория была обнесена стенами, по периметру которой находились некие функциональные, алейкум селям, некие функциональные постройки. В советское время большинство этих построек было разрушено или пришло в упадок. Но из-за того, что здесь сохранялись некие производственные объекты и складские мощности, часть исторических стен сохранилась. Это чудо. Но она сохранилась. И вот задача максимально сохранить сохраненное, не дать ему разрушиться и, может быть, немножко показать в новом, что ли, свете, как бы от себя воссоздав то, что мы потеряли. Поэтому вот сейчас можно увидеть, что ведется так называемая реконструкция, лечение именно старой кладки. Вот здесь вот есть еще кусочек, который не отреставрирован. То есть это глиносаманная кладка, бутовая кладка. Толщина ее, как правило, 50-60 сантиметров. Вот здесь. Но из-за того, что она стала разваливаться, время, ветры, дожди, снега, варварское отношение сделали свое дело, и стена в своей общей массе стала разрушаться, она стала крениться. И вот те мероприятия, которые мы сейчас проводим, вот, кстати, наши ребята, мастера, это не дать этой стене завалиться и выдержать дополнительную нагрузку. То есть надстройка объемов массы бута над старой кладкой. Поэтому и появляется ряд вот таких контрафорсов. Это тоже исторический прием, который в Бахчисарае, не только в Бахчисарае, повсеместно использовался для закрепления масс подпорных стен. То есть это своеобразные зубья, которые страхуют стену от такой экранового разрушения. И вот нами было решено поставить ряд вот таких вот контрафорсов через определенное расстояние, для того, чтобы дать этой стене статику и предотвратить ее дальнейшее разрушение.
Есть те камни, которые нам удалось добыть от демонтажа старых подпорных стен Бахчисарая. Они здесь использованы, они видны. Есть камни Сальминского карьера. То есть это родственный бахчисарайскому буту камень, только которому придана старая форма. Мы старались отбирать чуть более нестандартные, чуть более бракованные блоки для того, чтобы приблизить их к формату кладки. Но тем не менее нельзя забывать, что мы все-таки архитекторы. И некая новизна, небольшая новизна, которая, на мой взгляд, не портит общей картины старой, она не должна помешать. Ну, эти камни, поскольку они прямоугольной формы, они более статичны, естественно. Вот. А по сути это тот же бахчисарайский блок, тот же известняк. Технология кладки контрафорсов, стен, вообще кладки камня, она утерянная? Это сейчас... Откуда эта технология? Как вы сейчас это делаете? На что опираетесь? Эта технология более современная для Вер, но тем не менее в основе это наша история. Конечно, мы не используем ни глины, ни самана, ни извести. Нет, потому что это ведет к более долгому процессу реставрации. И чтобы приступить к нему, нужно производить довольно серьезные изыскания. И, возможно, даже пришлось бы демонтировать большую часть стены. На что у нас нет ни времени, ни возможностей. Поэтому мы используем здесь чуть более современную технологию кладки. То есть это цементный раствор хорошей марки. Это армирование и, соответственно, это перевязка и включение в старую кладку. По нашим сведениям, которые мы собирали из исторических данных источников и опрашивая местных старожилов, здесь находились мастерские, где когда-то наши предки изготавливали то, что нужно было для жизни, для утилитарных нужд нашего народа. Вот. И поэтому мы абсолютно не хотим менять этой среды состоявшейся и планируем здесь оставить мастерские, какие мы пока еще точно не определили, но нужно, чтобы это было то, что как можно глубже показывает славную историю бахчисарайского ремесленного производства. Для чего вообще сегодня, в современное время, в век компьютеров и полетов в космос, вообще нужен этот взгляд в прошлое, нужна эта старина? Она для чего нам? Она вообще актуальна сегодня нам? Для Вер без прошлого нет будущего. Пусть эта фраза банально звучит, но это факт. А факт вещь упрямая. Мы, может быть, на какой-то низкий процент помним по сохранившимся памятникам, либо по рассказам наших предков, что было раньше, что было в частности в Бахчисарае раньше. Но ведь молодое поколение этого не знает, потому что и памятники разрушаются, и старики уходят. А как идентифицировать крымских татар без прошлого? Невозможно. Поэтому исторические аспекты очень важны. Они архиважны. Архиважны. Другое дело, как показывать эти аспекты. Ты упомянул о компьютерах, о современных технологиях. Да, сегодняшнее молодое поколение – это именно компьютеры, именно технологии, именно смартфоны, именно все, что
очень техногенно. Вот мы и хотим использовать этот фактор современного показа. Это методы голографии, это методы 3D-графики, методы инсталляции. Хотим попробовать, хотим рискнуть, но немного изучая опыт ведущих мировых музеев, можно сказать, что именно это привлекает молодежь. Посредством современного языка, это голограммы и IT-технологии, мы хотим у этой условной молодежи, у условного нового поколения вызвать интерес к своему прошлому, к своему старому, да? Да, потому что мозги молодого поколения серьезно поменялись. И сейчас это уже больше IT-мозги, сейчас это уже больше смартфонные мозги. Это некое виртуальное пространство. Ну что же делать? Победить его невозможно, но можно побеждать, используя этот язык, это оружие. Поэтому вот представь себе, если будет некий экспонат, который четко соответствует историческому прошлому. Ну, допустим, какой-то медный сосуд, какой-то рабочий инструмент, либо какие-то весы, которыми пользовались наши предки. И вот методом определенных технологий современных мы, заходя в пространство музея, которое будет соответствующим образом оборудовано, увидим этот экспонат не просто лежащим на полочке и покрытым пылью, а мы увидим некое его голографическое изображение, которое будет доступно в 3D формате, которое будет вращаться со всех сторон, и можно будет как бы вот посмотреть на начинку этой штуки в пространстве. Вот это, на мой взгляд, и должно привлечь молодое поколение, не только это. Ренат, скажи, пожалуйста, что это за черепица? Ну, я понимаю, что это кровельный материал. Немножко историю расскажи про нее. Откуда она? Все наши здания, большинство наших зданий, будем говорить об Бахчисарае, были в прошлом покрыты черепицей. Соответственно, наше решение было, возрождая этот комплекс Ашлах-Базар, использовать традиционный вид кровельного материала, наш керамет, как его еще называют в простонародье, татарка, кто-то называет монах-монашка, кто-то называет по-другому и так далее, но тем не менее от этого суть не меняется. Это наш керамет, это наша черепичка. Вот. Столкнулись с проблемой, что достать ее в определенном количестве нужном нам, а это не 1 сотня квадратов, довольно большая проблема. Потому что ее фактически в таком количестве нет. Я не буду говорить о Бахчисарае. Бахчисарай это вообще штука на вес золота. А и по Крыму, как оказалось, это довольно дефицитный товар. Но посему те 3D-технологии, то цифровое пространство, о котором мы говорили, социальные сети, помогли организовать такую кампанию по поиску по разным уголкам Крыма такой черепички, поскольку она плюс-минус одинаковая по всему Крыму. Там есть небольшие нюансы, но тем не менее плюс-минус одинаковая по всему Крыму. И вот благодаря такой вот социальной активности нам удалось обнаружить искомое количество. И вот уже фактически около 400 квадратов черепицы мы собрали, и сегодня ждем еще одну машину. Еще будет, Бог даст, 100 квадратов. Таким образом, на кровлю этого комплекса нам данное количество уже будет хватать.
Почему важно брать вообще, искать старую черепицу, если можно там новую, одинаковую, аккуратненькую, тоже керамическую черепицу? Волна же, ну, определенно есть, похожая имитация волны. Знаешь, Лавер, это может быть и дешевле. Это может быть и быстрее. Но ведь наряду с 3D-технологиями, которые мы планируем здесь применять, показывать, должна же быть еще и историческая среда, в которой эти 3D-технологии будут актуальны. А образ крымско-татарской архитектуры без черепицы невозможен. И никакая современная черепица не даст той красоты и той глубины среды, которую дает именно керамет. Потому что для большинства это нечто очень родное и нечто вот прямо очень крымско-татарское. Вот почему. Вообще эта черепица в таком виде будет помещаться или она будет как-то мыться, как-то Нет, подготавливаться? обязательно она будет подготавливаться. Во-первых, первичную подготовку она уже прошла, она откалибрована, плюс-минус. Вот. И дальше, конечно, она будет промываться, очищаться от грибка, от коросты. Еще большая работа Вот. предстоит. Конечно, предстоит большая работа и будет еще одна калибровка. Но, скорее всего, какой-то процент мы все-таки этой черепички потеряем. Не исключено, что при перевозке, потому что она не 100 километров проделала по Крыму. Это черепица с Белогорского района, это черепица с Нижнегорского района, это черепица с Кировского района. Совсем небольшой сегмент, небольшой процент черепички с Бахчисарайского района. Больше всего привезли с Белогорского и с Кировского. Ну и Нижнегорский тоже. То есть там сохранились домики еще, где можно было демонтировать эту черепицу, либо она просто была уже демонтирована и лежала как ненужный, что ли, элемент. Вот. То есть такая определенная кампания была проведена, чтобы ее найти. А с чем это связано, что там больше сохранилось? Цивилизация не дошла. То есть это не такой перспективный район, да, по стройке, по обновлению? Он может быть район перспективный в плане сельского хозяйства. Может быть где-то в плане какой-то современной рекреации, где, к сожалению, не дело и не место этой черепицы. Но в плане воссоздания истории, в плане музеификации, за исключением, наверное, Белогорска, Карасу-Базара, все-таки остальные регионы, они в плане воссоздания истории будут депрессивными. В плане развития сельского хозяйства и всего остального, да, но не в плане реставрации и реконструкции. Глина – это вообще волшебный материал. Вот в этом помещении, Бог даст, будет находиться основной зал экспозиции. Вот именно здесь, а вообще всего залов будет 4. Вот именно здесь будет, наверное, меньше всего современных технологий, больше всего исторической среды. Мы хотим воссоздать точные копии нескольких торговых лавок Бахчисарая, именно поместив их вот в такую среду. То есть это небольшие лавочки, где можно будет увидеть их убранство, максимально подобранные инструменты, инвентарь. Вообще это самая древняя часть Ашлах-базара. Вот эта стена. По заключению историков,
ей не меньше, чем 350-400 лет. То есть эта стена видела расцвет Бахчисарая. Мы аккуратненько шурфили ее и убедились в том, что толщина у основания не меньше, чем 1,5 метра. В некоторых местах она достигает высоты 6,5 метров и таким образом держит огромную массу грунта, который давит на нее и держит уже не одно столетие. Работа, конечно, здесь предстоит огромная, потому что здесь будет больше всего реставраций, так как кладку нужно будет сохранять максимально. Не обойдемся и без демонтажа некоторых участков. Сама демонстрация экспонатов и 3D, и более статичных, она будет иметь некий замысел. Вот, и, соответственно, вот эта часть, наиболее старая, она будет также транзитной частью. Дальше мы будем двигаться к другим элементам Ашлах-базара. Традиционная глиносаманная штукатурка. И нельзя исключать, что здесь когда-то находились, возможно, жилые помещения, возможно, помещения, в которых велась, возможно, и не торговая миссия, которые не обладали торговой миссией, торговой функцией. То есть это могли быть некие комнаты караван-сарая. Это могли быть некие общественные пространства, вот, о чем и свидетельствует нанесение штукатурки, а даже вот чуть выше мы видим сохранившиеся участки с набелами стен. То есть это известь, и известь очень-очень многослойная. А известью белились именно больше жилые помещения. Ну, известь же она работала как против паразитов, да, я так понимаю? В том числе. Но вот исторические факты говорят о том, что там, где проживали, там стены белились. Какое было твое первое ощущение, когда ты в первый раз вошел вот в это помещение, которое наиболее других строений Ашлых-базара сохранило свою исторический облик? Не хотелось выходить отсюда. А здесь удивительно спокойно, очень умиротворенно и какое-то все очень родное. Не знаю, хочется трогать вот это все, смотреть, вспоминать, представлять, но просто так выйти отсюда, быстро выйти отсюда неохота. Удивительный кусочек, тоже сохранившийся для Вер. Это использование фахверков, в данном случае дерево, дуб, для усиления устойчивости вот этого паруса стены. Стена глиносаманная, она набрана из кирпичиков глиносаманных, сформированных. И вот для того, чтобы обеспечить жесткость, и сделаны такие фахверки. Снаружи можно было видеть, что там не только вертикали и горизонтали, но и диагонали. То есть вот это тот самый прообраз железобетонных колонн и ригелей, который используется в нашем строительстве. Это именно пример антисейсмических мероприятий, которые успешно использовались нашими предками. И то, чего не доставало в тех регионах, которые недавно были разрушены толчками землетрясений. Кстати говоря, когда и в Крыму было мощнейшее землетрясение в 20-х годах, уцелели в основном так называемые глинобитные
здания, которые имели в своем теле фахверковую систему. То есть она себя зарекомендовала, да? Конечно. Конечно, и вот здесь вот ты видишь вот старая кладка, и в ней есть вот такие включения. Но здесь горизонтально, здесь вертикально. Здесь горизонтали, да, косых потому нету. что сама по себе стена очень-очень толстая. Я же говорю, не меньше, чем 1,5 метра основания. Да, там верхушка уже повымывалась, поразрушалась и так далее. Там давление грунта, улицы, вандалов. А основание 1,5 метра. Ты видишь, она статичная кладка. У крымских татар как бы никакие дела без кофе не обходились. Была ли здесь кофейня? Но учитывая, что здесь было большое скопление людей, и то это как бы само собой разумеющаяся история, да? Абсолютно. Здесь и торговые улицы, здесь и мечети. То есть это некий такой социальный центр. Там, где люди, там должны быть взаимоотношения. Взаимоотношения без кофе. А сегодня в проекте у вас есть кофейня здесь? Да. Вот как раз-таки часть нашей музейной экспозиции будет завершаться именно реконструкцией традиционной бахчисарайской кофейни. То есть это именно часть экспозиции. Это скрупулезно, это тонко. Надо будет перелопатить кучу материала, но кофейня должна быть частью этого живого музея. Кстати, вот здесь вот можно увидеть часть старых контрафорсов. Вот этот контрафорс, и там внутри есть разобранный контрафорс. То есть это именно то, что держало старую кладку инженерное сооружение. Вот видишь, высота там почти до 7 метров. Там А для 6, чего такая 6 большая 600. высота нужна была? Здания тоже такой высоты были? Ну, во-первых, 2 этажа. То, что держало грунт. То есть подпорка. Несмотря на толстое основание и некую трапециевидность ее, она в любом случае обладала парусностью. И поэтому наши предки, как хорошие инженеры, соорудили вот цепь контрафорсов. Такие вот зубья, которые держат этот парус. Ну, эти же контрафорсы и на Софии же построены были, чтобы она не развалилась. Да, да. Начало работы этого комплекса. Есть какая-то дата, которую вы Бог стремитесь? Бог даст месяцев через 9. Ну, это очень короткий срок. Ты знаешь, плох тот солдат, который генерал не мечтает. Ну, во всяком случае, если все будет складываться благополучно, то ставим себе такие задачи. Там Бог его знает, как и что может быть, но тем не менее торопиться надо. Историю же теряем. То есть, по сути, нет времени вообще. Нет времени. Нет времени.